номер 12 31 май 1912 жылы Қазақстан газеті Оралда шыққан. Редактор біздің Юрий Бүйрен, дұрыс па? Да, мына статьяны қараңызшы, сол кезде шыққан. Вымирание кочевников. Северокавказские кочевники, калмыки, ногайцы, караногайцы вымирают каждым годом. И возможно, что через каких-нибудь 20-30 лет от них монгольское племя не останется следа. Вымирание их началось вслед за окончательным покорением Кавказа, когда русские начали систематически спаивать кочевников, проверяя у них за бесенок, скот, лошадь, снимая их в аренду, громадные пространства плодородных земли, водка для крепости настаивалась на табак, махорке, а бумажные деньги, уплаченные кочевники, нередко оказывались фальшивыми, из-за свит их кочевники гнили в тюрьме и шли в Сибирь за поселением. В начале 60-х годов прошлого столетия степи кочевники были золотом домом для этих цивилизаторов, из которых впоследствии вышли миллионеры Ставрополя, Владикавказа, Пятигорска и Ростов-на-Дону. Сонда көптен орыс миллионерлер, особенно біздің мына мұсылмандарды, қазақтарды, ноғайлардың бәрінде араққа жаңағыдай алқаш қылып байыған ғой. Славились и мирный грабеж кочевников продолжается и в настоящее время, 1912 жылда. Но по ней пережитых, конечно, размахах, большая часть кочевников разорились окончательно. Теперь кочевники вымирают от сифилиса, натуральной оспы, пьянства, ранних браков и голода. Русская болезнь, так называется кочевники сифилиси. Свела в степях очень прочное гнездо и силу заражение старцов новорожденных детей. Пьянство идет беспробудные, причем сплошь и рядом пропиваются все, даже последние лошади. Осылай бізді қазақтарда, мұсылмандарда алқаш қылып, орыстар байып, құртқан ғой әлде жалғасып жатыр. 1912 жылы Юрий Бүйрен осы туралы жазып отырған статья. Әлі түкті өзгерген жоқ керек болса.